Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии создан фонд первого абхазского профессионального художника Александра Чачба-Шервашидзе. В селе Джирхуа приведена в порядок могила Феликса Гвазава, абхазского добровольца, погибшего на Донбассе. Профилактика онкологических заболеваний, методы лечения и факторы риска – все это в лекции онколога, доктора медицинских наук Лали Когония. В Женеве завершился 64-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье при участии представителей Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Абхазская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией. В гуманитарной группе обсуждались вопросы свободы передвижения, образования и другие актуальные темы. Представители Абхазии и Южной Осетии отметили, что вопрос возвращения беженцев не может обсуждаться, пока в ООН не учитывается мнение обеих сторон. 65-й раунд дискуссий запланирован на ноябрь этого года. Сближение Грузии с НАТО требует от Тбилиси гарантии неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии, заявили в МИД России по итогам 64-го раунда женевских дискуссий. Гарантии должны быть оформлены в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения. Целесообразность скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силы, контроля со стороны Тбилиси над бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с Альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях Североатлантического блока, подчеркнули в МИД Российской Федерации. Специалисты Русгидро завершили осмотр перепадных ГЭС в Абхазии. Обследование состояния гидроэлектростанции проводилось в течение 4 дней. По итогам исследования специалисты подготовят отчет, в котором оценят текущее состояние объектов и предложат варианты их восстановления. Российские эксперты отметили, что для дальнейших работ необходимо разработать технические решения по восстановлению ГЭС, подготовить проекты реконструкции или монтажа. В ходе осмотра были обследованы все сооружения станции, включая гидротехнические конструкции и оборудование. В селе Джирхуа Гудаутского района приведена в порядок могила Феликса Гвазава, абхазского добровольца, погибшего на Донбассе. Также восстановлен и семейный пантеон, где покоятся предки героя. Работы были проведены по поручению первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, который вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба осмотрел семейное кладбище Гвазава в начале года. По указу президента России Владимира Путина Феликс Гвазава награжден орденом Мужества посмертно. В самом сердце села Джирхуа, под могучими ветвями старой яблони и пения птиц, покоится память о человеке, чей жизненный путь стал примером мужества и силы духа. Феликс Гвазава – имя, которое навсегда осталось в сердцах тех, кто знал его. Здесь, среди природы и тишины, оживает его история. История стойкости, веры и несгибаемой воли. Говорить о Феликсе в прошедшем времени брату Гиви очень тяжело. Потерять его – большая боль, и трудно принять, что брата уже нет рядом. Воспоминания о нем живы и всегда будут согревать сердце. Сражался сколько мог, погиб геройски. Сегодня сказано, что он сегодня герой для семьи, для меня, для фамилии, для родины, для России. Он такой душевный. Это патриот. Это любил родину, любил братьев, и за каждого брата он переживал. Он за всех говорил, как говорит, я не пойду там, говорит. Помогали нам, говорит, и наши люди, говорит, наши деды, говорит, воевали, как Советский Союз, говорит.
В этом доме выросли 9 детей, 5 дочерей, 4 сыновей. Феликс был самым младшим. Он сам сообщил семье о своих планах пойти на войну. Никто не стал ему препятствовать, только попросили беречь себя и вернуться домой живым. С первых дней военной службы Феликс проявил себя как стойкий и ответственный солдат. Он был гранатометчиком, стрелком, сапером и водителем штурмового отделения. Каждая служебная смена укрепляла его как бойца, готового к любым испытаниям. Феликс Гвозава погиб при выполнении боевого задания в ДНР в мае 2024 года. В связи с продолжавшимися позиционными боями на месте гибели эвакуация его тела не представлялась возможной вплоть до закрепления на этой территории вооруженных сил Российской Федерации. Доставить его тело на родину удалось лишь спустя полгода. Президент Абхазии Бадра Гунба оказал финансовую помощь для покрытия расходов на погребение бойца. Если честно, я даже не знал, что он воевал. Вот я услышал только после смерти его. Несколько лет в центре вообще жил, я насколько знаю, потом в Адлере, потом с Краснодара. С Краснодара он вот оттуда и пошел на войну. Работы по благоустройству могилы были проведены по поручению первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, который вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба осмотрел семейное кладбище Гвозава в начале года. Здесь помимо Феликса похоронены еще 5 человек. Отец, брат, который прошел всю войну и потерял зрение, ногу, а также дядя, дедушка и бабушка. Эти могилы были очень старыми и нуждались в восстановлении. По словам брата, увидев, в каком состоянии могилы, Кириенко распорядился выделить средства на восстановление всех 6 мест погребения. Вообще изначально Феликс и памятник начали, потом, когда услышали 92-3 его родной брат, что воевал, потом всю историю, когда они услышали, решили до конца сделать. В течение месяца-полтора это все решилось. Конечно, помогли и наши, и Россия. Спасибо большое, конечно. За это время на территории кладбища залили бетон, уложили мраморную плитку, заменили старые надгробия на новые с фотографиями. Скоро должны приступить к установке ограждения. Эти работы пришлось отложить из-за непогоды. Родных тронуло и обрадовало, что память о Феликсе Гвозава жива, а его героизм и заслуги получили заслуженное признание. Благодарность им, вот, что они не забивают наших ребят, в личности его, моего брата. Хочу спасибо огромное сказать и Владимиру Владимировичу, и Сергею Кириенко, и все участники остальных. По указу президента России Владимира Путина Феликс Гвозава был награжден орденом мужества посмертно. Семье бойца награду вручил первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко. Ему было 42 года, но за свою короткую жизнь он успел сделать многое. Говорят, люди живут, пока жива память о них. И в сердцах многих Феликс Гвозава останется навсегда. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. Вице-премьер Вараздат Минасян, министр просвещения Хана Гунба и министр соцобеспечения Руслан Аджба посетили кризисный центр семейного типа для детей в Сухуми. Они осмотрели помещение, познакомились с работой центра, пообщались с сотрудниками и детьми. С июня по сентябрь этого года расходы центра покрываются за счет государственного бюджета. На встрече обсуждались возможные формы дальнейшего взаимодействия и поддержки. Состоялась презентация культурного фонда имени Александра Чачба-Шервашидзе. Инициатором его создания выступил директор ЦСИ при президенте, член Академии наук Абхазии Вячеслав Чирикба. В перспективе планируется открыть дом-музей выдающегося художника, в котором создадут условия для хранения и реставрации его работ. Репортаж Гунды Шоуа. Фонд Александра Чачба-Шервашидзе призван увековечить память и наследие выдающегося абхазского художника. Его возглавил директор ЦСИ, известный лингвист, член Академии наук Абхазии Вячеслав Чирикба. Основной целью фонда является популяризация творчества Александра Чачба-Шервашидзе, организация выставок и научных исследований, посвященных его жизни и работе. В перспективе планируется создание дома-музея художника, который станет центром сохранения и изучения его работ. В музее будут созданы условия для хранения и реставрации картин, графики и других произведений мастера. Там могли бы найти свое место 3 частных архива, имеющиеся, касающиеся Шервашидзе, 3 частных архива наиболее значимые. Это тот архив художника, который был привезен его дочерью из Монако, находится сейчас в семье потомков художника в Петербурге. Второй крупный архив – это архив нашего замечательного выдающегося искусствоведа Бочи Меджитовича
Аджинджала, находится он у супруги, у вдовы в Петербурге. Там тоже очень много материала касается Чачбы Шервашидзе. Вот. И третий архив – это мой архив, который я собирал уже больше 30 лет. Это и письма Шервашидзе, которые покупал вот в различных аукционах по всему миру практически, афиши с его именем, программки с его, выступления с его именем, и фотографии, и многие другие материалы. Вот. И все это требует все-таки концентрации в одном месте, потому что… В творчестве Чачпа Шервашидзе нашли отражение мотивы абхазской культуры, а также впечатления от путешествий по миру. Его произведения хранятся в крупнейших музеях мира, представляя собой ценное художественное наследие. Александр Чачпа Шервашидзе получил образование в Париже, что позволило ему познакомиться с передовыми художественными течениями того времени. Его работы отличались изысканностью, утонченностью и глубоким пониманием театрального пространства. Он мастерски использовал свет, композицию для создания выразительных образов, передающих атмосферу спектакля и подчеркивающих характер персонажей. По мнению директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсаля, фонд поможет раскрыть личность и вклад Чачпа Шервашидзе в культуру Абхазии. Мы знаем Александра Шервашидзе как художника, сценографа, но он еще, как вы тоже подчеркнули, был и культуртрегер, и вообще вся семья и род Шервашидзе, в центре которого сейчас он в контексте вашего музея, на мой взгляд, эта экспозиция и какая-то исследовательская часть, она будет очень интересна. Потом, мне кажется, что это не только музей для музея, но это будет очень интересно, такой культурно-познавательный маршрут для наших гостей. Сегодня в Абхазии открываются и галереи, и музеи разные, да, это очень хороший показатель. Сохранение культурного наследия Александра Чачпа Шервашидзе – это сложная многогранная задача, требующая совместных усилий государства, музеев, научных учреждений и общественности. Реализация предложенных мер позволит не только сохранить память о выдающемся художнике, но и внести вклад в развитие культуры Абхазии и мировой цивилизации. Мы сегодня все-таки остановились, осознали, что мы потеряли, и оценили то, что у нас сегодня есть. У нас тоже есть сегодня возможности не только собирать, и это прекрасно, и мы все должны, не только, естественно, то, что фонд создается, мы все должны по крупицам собирать все, что можно собрать, и чтобы это нам помогало, потому что нужна почва, нужна база для развития. Если есть народ, у него должна быть история и культурная история. Да? Хочется, чтобы мы поняли, что наше лицо состоит не только каких-то отрывочных коммерческих проектов, есть какие-то вещи, которые приоритетно на первом месте должны быть. Потому что восстановлению это наследие, к сожалению, не подлежит. Чтобы у нас не появлялись очередные травмные даты. Как у нас сгорел архив, сожгли архив во время войны целенаправленно. Потом галерея погибла. Да, то есть у нас слишком много потерь. И надо схватиться за то, что у нас осталось. Естественно, государственная политика должна быть в этом направлении сформирована. Творчество Чачпа Шервашидзе – это драгоценный ларец, полный абхазских мотивов, кавказского колорита и личных переживаний художника. Память о нем будет жить в его произведениях, вдохновляя новые поколения на творчество и созидание. Кундашова, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение. Профилактика онкологических заболеваний, методы лечения и факторы риска. Все это в лекции онколога, доктора медицинских наук Лали Когони. Профессор поделилась своими знаниями с молодыми учеными в стенах Академии наук Абхазии. Лекцию профессора посетила и Гугут Савардания. Врач-онколог, доктор медицинских наук Лали Когони живет и работает в Москве, но о родине никогда не забывает. Каждые 3 месяца профессор приезжает в Абхазию, помогает пациентам онкоцентра и просвещает молодых ученых. На этот раз ее лекция в стенах Академии наук Абхазии посвящена тому, как предотвратить серьезное заболевание, методам лечения, а также факторам и рискам, способствующих его развитию. Первое, что я хочу донести, о том, что нет фатального диагноза рак, что нужно вовремя диагностироваться, быть внимательным к себе
проводить профилактические мероприятия, обычно мы предлагаем, чтобы колоноскопия была сделана у каждого человека 1 раз в 2 года, гастроскопия 1 раз в 2 года. У гинеколога женщина должна быть, если не каждые 6 месяцев, то раз в год обязательно. У мужчины, у уролога должен быть раз в год, и после 40 лет мужчина должен сдавать простат-специфический антиген ПСА. Это в обязательном порядке. Если есть какие-то другие жалобы, нужно на это обращать внимание. Если головная боль более месяца и причину найти не могут, надо идти к онкологу. По словам Лали Когония, похода к врачу бояться не нужно, ведь медицина шагнула далеко вперед в лечении онкологии. При этом доктор отметила, что в Абхазии высокий процент раковых больных. Высокий процент. Кстати говоря, с годами все-таки мы все больше больны. Может быть, возможность выехать у большего количества людей появилась. Но раки щитовидной железы, раки молочной железы, раки предстательной железы, раки легкого и раки кишечника. Вот за этим надо очень внимательно следить. И опять я призываю к профилактике. Нужно помнить, что все-таки последние достижения дали возможность говорить о том, что даже далеко зашедшие стадии рака мы можем лечить и получать большой эффект. Также на лекции Лали Когония рассказала и о рисках, среди которых есть генетическая предрасположенность. Я вот все время привожу в пример, помните, мы в свое время говорили, что это Анджелина Джоли, она просто полоумная, да, взяла, убрала себе обе молочные железы и убрала себе яичники. Ну как это молодая красивая женщина? Она оказалась права. Потому что есть определенные мутации генов, тоже мы сейчас определяем, особенно у молодых женщин, у которых в ближайшем родственном окружении, то есть это кровные родственники, есть раки. Их там определяется мутация BRCA, она обязательно смотрится. Если она есть, то то, что сделала Анджелина Джоли, нужно делать. Но это специальное обследование. Есть еще такой синдром Линча последние годы очень раскручивается, когда, например, опять же у кровных родственников раки желудка, молочной железы, яичников, кишки, то есть там определенные подходы нужны. Это все, это прерогатива уже грамотного онколога, который вас к этому подводит. Потому что мы, когда учились, были молодыми, говорили, у всех мутации раковые есть. И каждый доживает или не доживает до своего рака. Вот так мы грубо говорили. Наверное, в этом есть какая-то рациональность, потому что чем старше человек, тем больше у него возможности проявить свою мутацию, которая у него заложена. В каждом из нас эта мутация может дремать. Образ жизни, перегрев на солнце, психологическое состояние человека также могут способствовать развитию болезни. Во-первых, не забывайте, что все-таки послевоенная ситуация с нашим населением должны были работать психологи реально. 2 года надо было восстанавливать психику всем. Я по своим родственникам, да по себе знаю, как это тяжело было переживать все. Но кто этим будет заниматься? Я всегда говорю, маленькая нация, она сама должна себя вытаскивать и тянуть. По словам доктора медицинских наук, самое главное – это своевременная профилактика. Гугут Савардания, Дэвид Маргия, Абхазское телевидение. В Новом Афоне приступили к ремонту фасада здания вокзала. Финансирование осуществляется за счет бюджета АЖД. Запланирован ремонт фасада, а также благоустройство прилегающей территории. Мы стремимся максимально сохранить исторический облик наших вокзалов и станций, а этапность ремонтно-восстановительных работ обусловлена значительными финансовыми затратами, пояснил генеральный директор АЖД Арсо Читанава. Одновременно ведутся внутренние работы в здании вокзала Гудауты. Там уже завершен ремонт в помещении дежурного по станции. Вскоре отремонтируют зал ожидания, кассы и офисы сотрудников. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 27 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков. В воскресенье временами дождь, гроза. Температура воздуха плюс 14-19, днем плюс 22-27 градусов. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.